Друзья, я в гостях у почтенной женщины Аминат Джамбулатовны Болуровой из села или даже поселок городского типа, я бы так скорее назвала, Учкекен. Родилась наша Аминат в 1928 году. Это сколько лет вам сейчас, Аминат Ханум? 94 года уже. 94 года. Вы столько видали в своей жизни. Вы и ссылку эти годы, знаете, прекрасно запомнили. Вы можете чуть-чуть рассказать о ссылке? С какого села вас сгоняли, выгоняли? Мы были в Зеленчукском районе, село Хусакарданик. Нас там было всего 103 дома. Наши переехали, кто с Карчурца, кто с Шкулана. Были очень друг друга любили. Очень хорошие были колхоз. Ваша семья, нет, до высылки были красноармейцы или немцы сначала были в вашем селе? Братья молодые были, а отец только в Первой мировой войне воевал. Участвовал ваш отец в Первой мировой войне за царя, за Россию, да? Медали были, я играла этими медалями, а мама креста не хотела. Крест поставь туда. Назад говорила, да? Ну, это да, по-карачайски. 3 медаля было. И даже крест был, да? Георгиевский крест. Да. Вот надо, ша. Как папу фамилия, имя, отчество? Балур Джанбулат Токмакович. Молодец какой. И вот вас, вспомните, как пришли красноармейцы, как вас, из дому выдворяли, выгоняли. Как? Вот расскажите, как это было? До этого брат погиб, а сноха... Где погиб? В Краснодаре. Войну? Войну. Он с гитлеровцами воевал, да, ваш брат? Да. И у снохи умер отец. Матери не было. Она жила у отца. 2 брата были сиротые. А эти солдаты поселились в этой комнате, где брата комната. Месяц жили у нас 5. Кто это были? Солдаты русские. Русские солдаты жили. Вот. А мама бедная даже не ложилась. Варила, готовила, то хоть для них, для вас? Для ребят. Она думала, наверное, эти поедят, и сыну садаха пойдет. В милость умершему сыну, солдату. В один день, понедельник, вторник, понедельник, они ушли утром рано и ночью не проходили. Эти солдаты. А чемоданы, постели были у нас дома. Они не проходили и не приходили. Утром с них один зашел к нам. Так. Папа молился, мама умывалась на молитву. А я с кровати смотрю. Заходит, отцу говорит, кому ты молишься, я Бог твой. Отец не встал, он, правда, не ударил ни автоматом, ни это. Отец закончил молитву, а мама умывалась, он это тазика ногой турнул, а мне пришел до койки за волосы, кучерявые были волосы, за волосы поднял и туда поставил, возле мамы, возле папы. И говорит, вас высылают. Отец говорит, а что, зачем? Расскажите, в чем я виноват, что мне высылали. 13 солдат у меня, брата, сестры. Мы это не знаем. А отец спрашивает, а Сталин знает, что вы меня высылаете? Сталин знает, спрашивает у солдат? Знает, что вы меня высылаете? И слезы, и смех, мы и слезы. Это не знаем. Мы приказ исполняем. Вот же, блин. Начали копать, начали... В вещах рыться, да? Рыть по сундукам, по
Ну, ничего у Шкафом, нас не ага. нашелся. А он говорит, на 3 дня берите продукты, больше ничего не берите. Для вас там все готово. Вы в Средней Азии, Казахстан. Мгм. Мама плачет с портретом. А я что? И нам с станицы Зеленчук пригнали брички. Мгм. Машин нахватило, наверное, Мгм. для всех карачаев. Поехали, ничего не могли взять на площадь. Там всех вывозят. А где эта площадь была? Ну, В Зеленчуке? Хусе. Или уже... А, в Хусе? Где школа, где контора, Ага, ага, там туда. место было. Собрали, да. такое место, Площадь, поляна, площадь. площадь. Смотрим всех, оказывается. Все. Всех собирают, да? Вы увидели, Всех, что всех все. сетям. И потом через немножко вот это Сергей подходит к нам, Который у вас жил. который у нас жил, который намекнал, намекал, детишкам теплые вещи есть на зиму, а чем вы зимой солите, мясо у мамы были... Мгм. Берите такое, спрашивал О. на всякий случай, говорил, да? Мгм. Эти хрымтаукматни, Индюки. индюки. Он как Сказал бы, подошел к вам. к нам подошел Сергей, который у нас жил, Ага. этими солдатами. А, Подошел, обнял отца, оба плачут. И спрашивает, почему нас, папа спрашивает, почему нас, за что меня? А Участника войны он Первой мировой. говорит, это мы ничего не знаем, нам поручили. Приказали. Ага. И говорит, что-нибудь взяли. А у нас бричка пустая, ничего нету. Ай-яй-яй-яй. Он тогда говорит, отец спрашивает, Сережа, почему ты, Сергей, к нам сам не пришел? А мы, говорит, по этим, По жребию. да, попали. Ну что, говорит, я бричку не могу погнать, а пойдемте пешком. 3 раза сходили с Сергеем, отец, я, и кое-что взяли. И повезли вас куда? Повезли нас в Чугуту. Первый раз я видела, что домик на колесах. Первый раз поезд видели, Первый вагоны, раз да? поезд. Для И перевозки скота домики. там свалили, и солдаты кидали вещи на вагон. Бабушки плакали, мамы плакали, девочки плакали, которые мамы недавно поумирали. Ужас. И объяснили, что вы поедете в Среднюю Азию. Ну, короче, вы испытали депортацию. Как враг народа, Да. лично вы в своем детском возрасте вместе со своей семьей, карачаевцы с Северного Кавказа, вас повезли в Казахстан или в Киргизию еще раз? Казахстан. Казахстан. Джамбулский область, Ага. Меркинский район. Село? 18 дней мы Село какое? были. 18 дней ехали на поезде, да? А село какое вы попали-то? Село Кузьминка. Кузьминка. Ну вот, Нас знаешь... встретили в железной дороге, где нас свалили. Мгм. Это, с этого. С вагонов. поезда. Ага. Встретили казаки. Казахи. Мгм. Казаки встретили. И у них вот так над дорогой немножко чуть дальше дымило что-то. Дым. Мгм. Я еще так посмотрела, думаю, господи, что это такое? И поезд уехал, наши отцы поздоровались с казаками Мгм. по-мусульмански. Мгм. Салам алейкум. Они как обрадовались, ой,
Кудайга шукур, что наши мусульмане. Мгм. Мусульмане. И вот на этих, где дым шел, там кизяки, и они варили чай. И угостили стариков, бабушек чаем. Молодцы, Мы, какие дети, не гостеприимные. подходили Мгм. туда. Пейте чай, пейте чай. И нас на... Погрузили нас на верблюды. Верблюды? Ага. На- Первый раз видел верблюд. Первый раз. Боялась, нет? Ну, верблюд как откроет этот Рот. рот, а мы кричим, детвора, Ай. ой-ой-ой. Съест нас. И нас погрузили и пошли пешком. Кто пешком, кто на верблюдах. Теперь, ага, я поняла. Вы приехали и Соединили начали жить, да? казацкие места, дома, одна плитка. И показывали, где камыш рвать, где воду брать. Вот. Там, Короче, выжили, да? там В позимовали. трудностях. Мгм. Моего брата свекор 105 лет ему было. Тоже переживал, тоже много рассказывала я. Развезли, значит, по домам, да, тетя? Да. А потом, Аминат, тетя Аминат, как вот вы жили? Вы голод ваша семья испытала, а другие как? Вот расскажи, пожалуйста, коротко, если можно. Были очень много наших. Одни выходили с дома, другие с поля, с каша. Ничего не брали, без да? Ничего, без продукты, без вещи, без ничего. И очень страдали, очень поумирали. Ай. Старики, молодые, сыновья на фронте, А женщины, старики, жены дети с умирали. детьми. Ужасно было, конечно, очень, очень, очень. А ведь Ты видела, как хоронили, да? Тетя Аминат. хоронили вперед, было там высланы кумыки из Дагестана, они нам очень помогали. И хоронить вот это кресло, лестница, они нам давали. С трупом несли. Помогали, Мгм, очень мгм. помогали. Мгм. И Да. Люди с голоду пухли, от болезни пухли, болели. Аминат, ну я поняла, вы расстроились, не буду я на эту тему говорить, но перейду. Вы знаете, что меня удивило? Покажите фотографию отца, вот здесь вот, быстренько нам покажите. А я расскажу историю такую интересную. Вот посмотрите, Аминат, это отец Аминат, который в Первую мировую войну, вот, Балуров Джамбулат. Посмотрите, красавчик какой. Вот. А это дядя ее. братья. Вот. Братья твои? Твои родные братья? Два Охо. брата. Ну как их зовут? Балуров кто? Ибрагим Джамбулатович Идрис, Джамбулатович М. Идрис погиб на фронте в Краснодаре. Родной брат. Ой-ой-ой. А этот вернулся? Это раненый вернулся и жил с нами. Ага. Эх, не плачь, Джаном, не плачь. Я знаю, что мы делаем передачу, я уже снимала на карачайском языке. Повернитесь, пожалуйста, сюда. Дорогие друзья, вы такое в мире подобного никто из вас еще не слышал и не видел и не делал этого. Эта женщина, Аминат Болурова, посмотрите, с 53-го года или 8-го года, точно не знаю, она собирает газеты на карачайском языке. Каждый месяц стопку соберет, связывает и в чулан относит, собирает. И почему? Я сейчас скажу, 50 лет она эти газеты вот так вот в честь уважения к отцу, в честь памяти к отцу. Аминат, вот расскажите этот момент, что вас заставило вот это делать. Как отец Когда нас высылали, этот Сергей сложил мои книжечки в чемоданчик маленький. И там тетрадки, и
через год я открыла этот чемоданчик. Мгм. И смотрю, там немножко уголок Кызыл-Карачай Мгм. газет. Да. Я побежала к отцу. Папа, говорю, вот смотри, газетка, кусочек газета. На карачайском языке. На Карачай, Кызыл-Карачай тогда Ага. было. И На- он- газета называлась «Кызыл Карачай», да, «Красный Карачай». И он взял этот кусочек и Свернул. просит, почитай слова. Мгм. Там немножко я почитала, а он поплакал, взял его, свернул, и у него Молитвенник был. Да, молитвенник и этот кошелек. А я смотрю, куда он будет ложить этот кусочек. А он в молитвенную сторону положил этот кусочек. И я вот ради отца, Память отца. памяти отца, никогда ни одну газету не это. Не порвала, не Нет, выкинула. Нет. Я собираю каждый год, слаживаю и берегу. Ой, дорогие друзья, до слез. Вы когда-нибудь слышали в мире такое? Ну, никто еще этого не делал. Спасибо тебе, дорогая Аминат. Спасибо, моя хорошая. Спасибо. За память, за любовь, за, не знаю, за почитание отца, за память эту. Дорогие друзья, Милые наша страна, милые мои братья, сестры, полюбите друг друга. Молитесь за Путина, что у нас небо чистое. Пожалуйста, полюбите друг друга, не убивайте, не... друг друга не убивайте, не стреляйте, Да, не не жгите, не стреляйте, бомбите, не не- громите, говорит. Особенно женщины, полюбите друг друга, пожалуйста. Дорогие друзья, вот эта газета «Карачай». Вот. Посмотрите, она говорит, я говорю, а почему эта стопка здесь? Она говорит, еще 2 номера, говорит, или 1. Сколько еще надо номеров? Две 2 газеты номера еще будет. еще выйдет, а потом что сделаете? Это за декабрь месяц? Да, Куда? Это за 1 месяц это или 2? это за год. А, это за год вот столько собралось? Второй. За год, да? И Нет, вы положите каждый год отдельно пакетом, складываю. складываете кипами, да? Счастья вам, долгих лет жизни. Вы такая умница, вы такая красивая, вы такая мудрая, вы такая милосердная. Счастья вашим детям, вашим родственникам.